Тема, иншаллах, нашей беседы это знание, получение знаний, достоинство получения знаний, достоинство людей, которые получили знания, получив эти знания, поступали согласно по этим знаниям, и какой от него тоже есть польза, воздаяние. Иншаллах, постараемся об этом рассказать. Вообще, то есть мы будем говорить о том, чтобы у человека, кто, например, изучает ильму, изучает наши религиозные знания, что у него это желание никогда не угасло. У того человека, у которого есть сомнения, стоит ли ему там пойти учиться, не пойти учиться, оставить что-то и заняться этим делом, стоит ли, не стоит ли, я думаю, после того, как мы увидим наши хадисы, высказывания посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, какие-то выводы у человека будут напрашиваться. Даже тому человеку, кто учился, потом бросил, для него тоже, наверное, много будет интересного и полезного в этом. И также будет полезно, много пользы у человека, у наших братьев и сестер, у которых есть дети. И они думают, куда же его отправить учиться. Вот в таких размышлениях находится, какую сторону выбрать тоже. То есть, понятно, светские, понятно, какую-то профессию получить. Это нормальное явление. Всем людям не обязательно быть там религиозными деятелями и так далее. Но если так вопрос стоит у детей, если у своего ребенка, будь то девочка или мальчик, есть желание изучать религиозные знания, получать религиозные знания, какие-то сомнения, если вкрадываются, надо эти сомнения, конечно же, убрать. Вообще, мы должны знать, что в любом населенном пункте должен быть один хотя бы знающий человек. Точно так же в любом населенном пункте как должен быть медик, врач, который может лечить людей. Точно так же в любом населенном пункте, где уже есть сформировавшийся джамаат, люди живут, там должен быть обязательно ученый человек. Если у этого джамаата не будет ученого человека, весь джамаат попадает в грех. Точно так же, если не будет у них врача тоже. Поэтому это коллективная обязанность, как, например, мы намаз совершаем коллективно, если какая-то группа одного джамаата совершает, от других отпадает. Точно так же, если один человек или несколько человек этого джамаата приобретают религиозное знание, весь джамаат из положения греха выходит. Это очень ответственный момент тоже, чтобы мы знали. И необходимость для джамаата, вообще для общества, ученые люди, алимы, очень большая. И вот из высказывания посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, мы поймем, что и вообще в нашей истории Дагестана тоже, тот момент, когда у нас не было алимов, мы видели, что без алимов происходит, что случается. То есть люди, которые не имеют никаких знаний, они начинают делать какие-то деяния, не соответствующие шариату, вызывающие гнев Всевышнего Аллаха. Человек не может отличать, где харам, где халал. Даже на сегодняшний день тоже можно таких людей найти, потому что на сегодняшний день просто можно сказать не потому, что нет людей, которые смогли бы объяснить, довести, а потому что иногда у людей у самих интересов тоже мало бывает в этом направлении. Или даже если интерес есть знания, все равно наперекор этим знаниям тоже поступает. Вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит в хадисе, который передает имам Бухари и Муслим: «Инна Аллаха ла якбидул ильма интизаан янзиху анин нас, валякин якбидул ильма бикабдил улама». Вот к тому, что мы говорили, то, что у нас, например, Дагестан известен даже всем учеными, трудами ученых, книгами и так далее, но было какое-то время, когда не было этих ученых, искать нужно было их. Вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что Всевышний Аллах не забирает знания у людей, лишая их этих знаний, а забирает, говорит Всевышний Аллах, у людей знания, забирая этих ученых. То есть, забирая этих ученых. Вот то, что у нас в истории что было, как забирали этих ученых, да? Тюрьмы сажали, расстреливали, убивали. Вот самый эффективный
какая-то вот борьба с исламом, получается, это уничтожение алима. Остаются джамаат, люди остаются без ученых и остаются как бы вот не зная, что делать и как быть. Вот так говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это вот хадис, да, он так к нам сильно подходит, что вот как будто вот его понимание очень сильно идет сразу же. Вот так говорит, забирает Всевышний Аллах знания у людей, забиранием у них, убиранием от них, там, ну как еще по-другому сказать, забиранием от них ученых людей забирая. Хатта иза лам юбки алиман иттахаза насу руусан джухалан фасуилу фаафтау бигари илмин фадаллу вадаллу. Таким образом забирает, говорит Всевышний Аллах, алимов, что остаются люди, говорят, без алимов, без ученых, и начинают они брать вместо ученых джахили, не знающих людей, и эти не знающие люди начинают, когда у них спрашивают о чем-то, отвечать на эти вопросы без знаний, и сами оказавшись в заблуждении, и заблуждают других тоже. Этому тоже есть такой пример, да, вот сейчас ты, наверное, уже редко такое встретишь, но раньше я сам это лично, например, слышал. Вот человек бывает, намаз делает, и это намаз делающий человек, он считался в религиозных знаниях самый знающий человек. Хотя этот человек, кроме намаза, он больше в религии, наверное, больше особо ничего не знал. И этого человека видят, например, что он где-то выпивает тоже. И он, когда у него спрашивают, разве пить можно, он говорит, он отвечает, вот посмотрите, вот соответствие этому хадису, который вещь, например, я сам лично слышал. И он говорит, выносит фатву, который вообще никакого права ему нету эту фатву выносить. Если другим людям не вредишь, то выпить можно. Вот если ты выпьешь и будешь драться, там, буянить и так далее, вот тогда пить нельзя. Но вот таким образом, то есть он свой грех сам оправдывает. Что получилось? Сам заблудился и других заблуждает. А почему его слово весомо будет для этого человека? Потому что вокруг алимов нету, чтобы исправить. Но, альхамдулилlah, у нас-то алимы появились, эти такие ненужные фетвы, они уже испарились, ушли. Еще другая фетва была у них среди таких же людей, там, если прелюбодеяние совершено обоюдным согласием, этому греха нет. Тоже такое тоже выносили, когда алимов не бывает. Вот такой тоже я, который я сам лично даже слышал, это еще в 90-х годах, раньше еще. Поэтому, когда алимов не бывает, на их места уходят какие-то люди, начинают сами от себя выносить решения, и сами заблудившись, и других заблуждают, что еще хуже. Поэтому в джамаатах, обществах, алимы, ученые люди очень сильно необходимы. В них очень, как сказать, вот, очень сильнейшая необходимость, чтобы в каком-то джамаате, чтобы у них был ученый человек. И вообще, вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, тоже, который хадис передается в сборниках Бухари и Муслим, «Ман юридиллаху бихи хайран юфакиху фиддин». Кому Всевышний Аллах, говорит, желает блага, хорошего, он дает ему понимание религии, дает ему религиозные знания. Вот в этом высказывании посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, есть как бы задуматься родителям. Вот. Я просто, опять же, почему говорю родителям, вот молодежь, она еще бывает не окрепшая, там 17-18 лет, у нее сильнейшее желание появилось учиться, именно учиться, понятно, я говорю, религиозным знаниям, да, и его начинают останавливать, его начинают, ты потом на что будешь жить и так далее, и так далее. Тут посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, нам рассказывает о том, что Аллах дает религиозные знания только тем, кому Всевышний Аллах сам захотел блага, а мы начинаем своим мнением отговаривать и не давать, гасить то желание, которое было у этого молодого человека. Что очень, конечно же, плохо, и сколько мы алимов из-за этого тоже потеряли. Вот это тоже то, что я сам, как был имам, тоже сталкивался. Поэтому об этом нужно помнить. «Ман юридиллаху бихи хайран юфакиху фиддин». Наоборот, Всевышний Аллах твоему ребенку хотел благо, хайр, благо хотел, а ты отказываешься от этого блага, получается. Дальше посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Ман салака тарикан ялтамису фихи илман саххалаллаху лаху тарикан илял джаннати». Имам Муслим передает хадис. Посмотрите, вообще это кто, говорит, вступит в путь изучения знаний, сейчас мы подчеркиваем именно религиозных знаний. Для того, почему именно религиозные мы сейчас подчеркиваем? Потому что ислам, мы знаем, что он не отрицает другие знания, другие науки. Никто не сможет привести, что в истории ислама, например, какого-то ученого сожгли за то, что там он астрономией занимался, то, что он какие-то
исследования в космосе делал и так далее. Никто не напьет, потому что в исламе этой инквизиции не было. В исламе все религиозные, то есть светские науки поощряются, все науки, все знания, от которых есть польза обществу. Вот так вопрос стоит. Если они бесполезные знания, конечно, они не поощряются. Вот, поэтому здесь мы сегодня говорим именно о знаниях религиозных. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, кто вступит в путь, в котором он учит религиозные знания, Аллаху Та'ала ему облегчит, говорит, в путь в рай. Чтобы в рай нам заслужить, да, вот сколько трудиться надо быть там, честным, поклонение Всевышнему Аллаху делать, то есть намаз, там, пост и так далее, все много вещей есть, да. Каждый из нас желает, цель каждого человека, каждого мусульманина, каждого верующего человека – это попадание в рай, чтобы заслужить удовольствие Всевышнего Аллаха. Вот. Один из путей облегчения достижения этой цели – это вступить в путь получения знаний. Опять же, тем братьям, кто учился, оставил, или же кто хочет учиться, сомневается, не надо сомневаться, это ты вступаешь в путь изучения знаний, тем самым облегчаешь себе путь попадания в рай. Поэтому вот так, если вопрос между сам собой думать, если я это оставлю, получается, я себя затрудню этот путь. И опять же, вот эта мотивизация у человека, чтобы она была всегда у него. Вообще теперь о достоинстве самих ученых. Вот, знающий человек, конечно же, знающий человек, который поступает согласно этим знаниям тоже. Иметь знания этого недостаточно. Вот, например, элементарно любой востоковед нашей религии, шариат и фикх очень много знаний имеет, но он может даже во Всевышнего может не верить. Он может вообще, не может, они обычно, никто из них и не молится, и вообще не придерживается. Но знания есть. Сами знания не помогают, но помогает знание, соответственно, соблюдением, согласно этим знаниям тоже. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит о достоинстве алима, вот такого ученого, который поступает согласно своим знаниям тоже. Фадруль алими аля абиди кафадли аля аднакум. Достоинство ученого, говорит, над простым абидом, над простым человеком, который поклоняется Всевышнему Аллаху. Харам ничего не делает, поклонение время свое проводит, но у него знаний нету, говорит, как мое, говорит, достоинство, как мое величие перед вами, то есть перед сахабами, перед сподвижниками, имеет в виду. Он им рассказывал об этом. Самый низший, который у вас, если у вас есть степенью, и мое, какая разница будет, говорит он? Вот точно такая же, говорит, разница между простым абидом, поклоняющимся мусульманином, и знающим алимом, ученым человеком. Поэтому об этом тоже нужно знать. И достоинство алима, достоинство знаний, из этого тоже мы очень сильно понимаем. Вот в другом хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Инналь малаиката ля тадау аджнихатуха ли талибил ильми ридан бима яснау». Поистине, говорит, ангелы, малайки, они расстилают свои крылья, говорит, под ногами муталлимов, людей, которые получают знания, ильму. Ридан бима яснау, проявляет довольство тем, что они делают. То есть довольны вот тем, что муталлимы есть, которые изучают книгу Аллаха, шариат, фикх, хадисы, и перед ними они расстилают крылья, ангелы. Это в какую степень, представьте себе, да? Когда человека почетного какого-то встречают, перед ним какую-то красную дорожку стелят, это высший показатель степени уважения к этому человеку у нас, да, бывает? Это обычно глава государства, когда приезжает, перед ним вот это стелят, эту красную дорожку длинную, и он там по ней идет, это ему почет показывает. Просто какую-то материю бросим. А тут малайки, ангелы свои крылья ставят перед этими людьми, которые изучают знания. С этого тоже понимаем, какая степень у этих людей. Поистине, говорят, ученые, алимы, они наследники пророков. Наследники пророков, и наследие пророков в чем заключается? Заключается в знаниях. Ни один пророк, он не оставил после себя завещание, там, наследство, не оставил какое-то имущество, там, тонну золота, тонну серебра, и чтобы его распределить. Никто этого не оставлял. И наш посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже не оставил. Все, что он оставил, это те знания, которые дал ему Всевышний Аллах. А теперь вообще удивительное, да, высказывание посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям.
инна Аллаха ва малаикату ва ахлу самавати вал ард хатта намнату фи джухриха ва хатта аль-хут ла юсаллуна аля муаллимин нас хайра. Поистине, говорит, Всевышний Аллах, его ангелы, то есть ангелы отдельно выделил здесь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, и толкователи говорят, что это ангелы, носители трона Арша Всевышнего Аллаха, то есть самые высокочтимые ангелы. Ва ахлу самавати вал ард, и обитатели небес и земли. Обитатели, значит, все вот это вот живые существа, ангелы, все остальные ангелы тоже. Обитатели земли, это вот даже насекомые, вот все, что у них, они, что мы знали, они постоянно поминают Всевышнего Аллаха. Они, говорят, тоже. Даже, говорят, этот муравей в своей норке, даже, говорят, рыбы в море, ла юсаллуна аля муаллимин наса хайра, они делают дуа, просят Всевышнего Аллаха за этих людей прощения его грехов, милости Всевышнего Аллаха этим людям, тем людям, то есть, которые обучают людей хорошему, обучают людей благому. То есть, то, что они изучали, они распространяют уже. Вот бывает же вот это глубоководные съемки, вот мы видим, да, какая-то рыба там проплывает, там какое-то в одиночестве какое-то, вот, да, или там медленно плавает. И вот это, когда это вещи вижу, да, вот у меня всегда вот этот хадис вспоминаю. Вот она сейчас там медленно плавает, где-то вот так ходит, а в это время у нее зикр, она благословляет, она делает дуа всем тем, кто изучает ильм, изучает знания. Вообще сомневаться ни в коем случае нельзя. Вот это так оно и есть. Даже вот муравейник мы видим, у них, если это, знаете, как отцу будет приятно, да, вот он сомневался, отправить своего сына учиться или не отправить. И в это время вот этот хадис, да, он просто элементарно посмотрел на муравья, и он даже за своего сына, получается, дуа делает, который в медресе находится сейчас. Сам, который учится, какие-то вот оставить, не оставить, за меня все, Аллаху Та'ала раз, Всевышний Аллах, его ангелы, все вот это живые существа за меня дуа делают. Почему? Потому что я сижу вот так за партой, от которой я уже, может, устал, может, у меня там спина уже болит, уже, может, мне спать хочется, может, уже книгу закрыть хочется. За это деяние, которое у меня-то намерение же ради Аллаха я учусь, не за что-то, не за какие-то там почести, за какие-то там постыжи я не учусь там. За это меня благословляют, за меня делают дуа ангелы и все, что у нас на земле и в море даже. Вот это, вспомните, я когда этот хадис читал еще давно, вот эти вот, особенно рыбы, когда тут сказано, да, посланник Аллаха, саллаллаху, когда эти рыбы опять же видишь, да, вот это вспоминаешь. Это рыба, эти рыбы, которые там, будь то или рыбы, или насекомые, они благословляют, они просят у Всевышнего Аллаха за тех людей, которые изучают эти религиозные знания. Изучают их и обучают их этим знаниям других людей тоже. Вот первая часть, как бы я разделил, да, вот сегодняшнюю проповедь на 2 и 3 части. Первая часть из того, что мы прочитали из хадисов, еще остались аяты Корана, сперва я их тоже прочитаю, о достоинстве ученых, После того, как человек получил знания, ему что нужно делать? Ему нужно эти знания распространять, передавать другим. Вот вторая часть, иншаллах, в этом направлении будет. Вот в первой части из того, что сказали из хадисов от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи, да, посмотрите теперь Всевышний Аллах сам, как говорит о знающих людях, о алимах. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Куль халь ястави аллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун. Садак Аллаху азим. Обращаясь к посланнику Аллаха, Всевышний Аллах говорит: Оль, ты скажи, разве сравнятся те люди, которые имеют знания, и те люди, которые не имеют этих знаний? То есть не сравнятся, это такой вопрос, как бы, да, риторический. Знающие люди, они не сравнятся, они выше степенями перед Всевышним Аллахом. В другом аяте Всевышний Аллах говорит: Бисмиллахир рахманир рахим, ярфа иллаху аллазина аману минкум валлазина утул ильма дараджат. Садак Аллаху азим. Всевышний Аллах поднимает в степенях из вас, говорит, из умма пророка, саллаллаху алейхи вассалям, тех из вас, кто уверовал и кто имеет знания, степенями выше, знающие люди, Всевышний Аллах сам различает их. Вот мы когда говорим, все люди равны, да, равны, но равность
равности есть тоже разница. Богобоязненность, конечно же, и имение знания. Но опять же, знание без амала, без соответствующих деяний, согласно этим знаниям, конечно, от них тоже пользы нет. Поэтому знающий человек, богобоязненный человек перед Всевышним Аллахом, конечно же, в степенях он выше. Бисмиллахи рахмани рахим. Иннама яхша Аллаха мин ибадихи аль-улама. Садак Аллаху азим. И поистине, Всевышний Аллах говорит, поистине, самые богобоязненные из его рабов это алим, это знающие люди. Самый то есть знание приводит к богобоязненности. Человек, который знает, он, во-первых, может отличить запретное от дозволенного. Человек, который имеет знания, он знает какие-то дуа какие-то поминания Всевышнего Аллаха, которые простой человек может не знать. И он согласно этому делать. Знающий человек, они все алимы, естественно, Коран умеют читать. Он просто ночью встал, почитал Коран, уже в этом его разница есть. Поэтому богобоязненности приводят знания, согласно которым человек тоже поступает. Теперь вот вторая часть. Человек получил знания, уже алимом стал, достоинство алима. Это коротко, здесь много еще хадисов можно было приводить, да? Достоинство самих ученых, алимов. Вот, человек получил знания, дальше ему что делать? Дальше, естественно, этому человеку нужно делиться этими знаниями. Дальше этому алиму, ученому надо распространять эти знания, доводить до тех людей, у которых нет этих знаний. И об этом тоже вот это вот человек, который вооружился знаниями, вторая, значит, часть его жизни, которая уже, иншаллах, пойдет на распространение его знаний, об этом достоинстве тоже посмотрите, что говорит Всевышний Аллах сперва в Коране. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Кто же, говорит, лучшей речью, чем тот, кто призывает ко Всевышнему Аллаху? То есть призывает к пути Аллаха, уже имея знания. Кто лучше этой речью может быть другой человек? Нету. Это самая лучшая речь человека, который призывает людей на путь Всевышнего Аллаха. Он ва'амиля салихан, у него деяния тоже, правильные деяния тоже у него, то есть согласно знаниям тоже амал тоже у него есть. Вакала иннани минал муслимин, и он говорит, поистине я из мусульман тоже. В хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, который передает имам Муслим. Вот можно было бы не говорить, да, имам Муслим, имам Бухари, у нас какие-то я их привожу для того, чтобы у нас сомнений вообще никаких не было в этих словах посланника Аллаха, сомнений никаких не было в тех достоинствах, которые нам обещает Всевышний Аллах, обещает нам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, за те деяния, о которых мы сегодня говорим. «Ман даа иля худа кана лаху мин аль-аджри мислу уджури ман таби'аху ла янкусу залика мин уджурихим шай'a». Вот этот знающий человек, что теперь делает? Он призывает к истине, он призывает на путь Всевышнего Аллаха. Кто, говорит, призывает на истинный путь других людей? И если кто-нибудь последует за тем, что он призывает, кана лаху мин аль-аджри мислу уджури ман таби'аху, ему будет, говорит, такое же воздаяние, какое получает тот человек, который последовал за его призывом. Вот научил человека намаз делать, научил человека оставить харамно, привел человека к дозволенным вещам, научил его каким-то знаниям, научил его читать Коран и так далее. Он Коран читает, он совершает намаз. Сколько тот человек получает воздаяние за это, его обучивший ему тоже идет от этого воздаяния, говорит посланник Аллаха. «Ла янкусу залика мин уджурихим шай'ан». От того, что я получаю воздаяние за тот намаз, который я его научил, от него, говорит, ему меньше ничего не становится тоже, который сам это деяние делает, после того, как его научил какой-нибудь алим. Поэтому результат получения знания – это распространение его. Распространение и получать вот такие огромные воздаяния тоже. «Ман далла аля хайрин фалаху мислу аджри фа'илихи». В другом хадисе, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, в сборнике хадисов имам Муслим тоже, кто укажет на благое, ему воздаяние, говорит, будет такой же, кто последует и будет делать деяние по тому, к чему он призывал. В сегодняшний день, например,
много хороших проповедей бывает, да, в инстаграмах, там, в ютубах и так далее, там, по WhatsApp друг друга отправляют. Кто-то, например, хороший дуа записал, какой-нибудь ученый, да, рассказал людям, которые не знали. И они начали, вот научились, они до этого его не знали. Научились от него, он по WhatsApp пришло, научился и начал за ним повторять это. Ну, для своей пользы. Он пользу получает, воздаяние тоже получает, в то же самое время такое же воздаяние получает от кого он научился. То есть результат знаний, которые человек имел, алим, распространение, вот такие огромные воздаяния он себе может уже зарабатывать тоже. А в другом хадисе это уже не только самому ученому, да, но и человеку, который заслужил, скажем, такое благо от Всевышнего Аллаха, что у него сын или же дочка получили эти религиозные знания. Посмотрите, где Абу Хурайра радзиаллаху анху передает в сборнике хадиса имама Муслима тоже, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Иза мата ибну Адама инката амалуху илля мин саласин». Когда умирает сын Адама, прекращаются его деяния, которые ему приносят пользу, кроме трех вещей. Садакатин джария – это садакатун джария, ну, садака, от которой после его смерти тоже есть польза. Люди извлекают пользу. То есть джария добавили к тому, что она продолжающаяся садака, милостыня. Вот мы сейчас, например, конфеты раздадим, ребята сели, садака закончилась. А если я, например, куда-то провел воду, сделал дорогу, построил мост, построил мечеть, какой-то людям пользу приносящий, если что-то сделал, это садака джария. То есть сколько это после моей смерти тоже по этой дороге будут автомобили ездить, эту мечеть будут заходить. Люди извлекают пользу, сколько люди из нее извлекают пользу, мне тоже от нее, иншаллах, воздаяние будет. Тому человеку, кто это сделал тоже. Это первое. Или же, говорят, знание, из которого извлекает пользу. Вот человек, алим, который был, он научил, например, 10 людей тем же знанием, которым он обладал, их тоже научил. Все, и умер. 10 человек, все, что он знал, они тоже знают. Эти 10 человек распространяют их дальше. Эти 10 человек, то каждый из них тоже по 10 человек научил, получилось уже 100. Из этих 100, если каждый по 10, еще сколько, сотни и тысячи людей получают эти знания, но первая причина был тот человек, который их обучил. Он уже, может, уже умер, в могиле лежит, а за это воздаяние получает. Или же какую-то книгу написал, из которого, например, там люди там, обучение намазу, например, дуа в каких-то местах читают. Все, люди извлекают эту книгу, переиздают. Вот, например, вот, имам Навави столько книг на сегодняшний день переиздаются. Сколько лет тому назад он умер, да? Сколько эти книги переиздаются, читаются, распространяются оттуда знания, ему тоже идет оттуда польза. Вот таким образом, после смерти тоже алим, ученый человек, после смерти тоже получает за свои знания воздаяние тоже. Там, благодаря тому, что он обучил этим знаниям других. Вот у нас был араб, ученый, который обучал нас Корану, таджвиду, махраджу, он как бы шлифовал, да, вот в медресе учили, он дополнительно исправлял нас в этом. И он говорил: старайтесь, говорит, обучать других Корану, старайтесь других тоже обучать. Почему, говорит? Потому что если вы научите, говорит, одного-двух, те тоже двух-трех, и ты вот так по цепочке пойдет, говорит, ты даже когда спать будешь, говорит, ты будешь спать, говорит, а тебе будет воздаяние идти, потому что ты начало сделал обучение этих других людей, обучение, и 4 того самого же Корана, то есть получение это же тоже знание, и тебе будет воздаяние идти. Это второе, это третье тоже, это, который человеку пользу приносит после смерти, это благочестивый ребенок, да, скажем, ребенок пол не определен, то есть если даже это будет девочка или сын. Благочестивый, богобоязный ребенок после его смерти, который ему делает дуа тоже. Вот, которые, в основном 3 вещи, которые из них человек после смерти тоже имеет воздаяние, но мы говорим сегодня о знаниях, распространение этих знаний, вот такую пользу тоже оставляет. Поэтому стремиться получать знания и иметь эти знания одно, и стремиться, надо стараться эти знания тоже, конечно же, и распространять тоже. Распространять, опять же, является тоже обязательством ученых людей. Если эти знания они не будут распространять, она тоже может обернуться в худшую сторону. Почему? Потому что человек скрывает знания, не рассказывает о них ни о ком. Люди от этого никакую пользу не извлекают.
Если позже не извлекать, что получается? Человек уже забывает отличать запретное от дозволенного. Вот если что-то человек запретное делает, тут алим, ученый человек сразу же, так нельзя делать, ты почему делаешь? Смотри, это запрещено, это халал, это харам, это халал, может отличить. И обосновать может. Смотри, Коран так сказал, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, так сказал. Вот этот призыв делать, обучать других людей, это такой человек в этом джамате всегда должен быть. Какой бы это джамат ни был. Это сельский джамат, это городской джамат, это общий какой-то там, еще больший джамат, там как республика или район какой-то, скажем, да, призывающий к благому и остерегающий от плохого. Но для того, чтобы этим заниматься, призывать к благому, остерегать от плохого, нужно опять иметь знания. Потому что там тоже свои тонкости есть. Без знаний человек может, в общем, тоже наворотить, как бы говорится, наломать дров тоже. Вот первый уровень, степень у нас была, да, получить знания. Воздаяние за получение знаний мы поняли, достоинство алима мы поняли. Второй его уровень этого алима человека, знающего, это их распространять, рассказывать. Вот. Если будет рассказывать, какие воздаяния, тоже мы узнали, а теперь посмотрите, если не будут эти знания распространяться, что будет тоже? Это остережение, чтобы мы знали, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, имам Тирмизи, сборник имама Тирмизи, этот хадис передается, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Валлази нафси биядихи, ла та'мурунна бил ма'руфи, ва ла танхавунна анил мункари». أولا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. Я клянусь, говорит, тем, кому принадлежит моя душа, непременно вы будете повелевать благое, призывать людей к благому, хорошему, и остерегать от плохого тоже. И если этого вы не будете, говорит, будет близко наказание от Всевышнего, что Всевышний Аллах отправит к вам наказание, говорит. И потом вы будете делать дуа, просить Всевышнего Аллаха, чтобы спас от этого бала несчастья. Фаля юстаджабу лакум. И вам Аллах не будет отвечать, говорит. То есть гарантия того, что наказание Аллаха не будет, в чем из этого хадиса мы понимаем, из этого высказывания посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? В том, что в этой области, в этой местности амру биль ма'руф ва нахи анил мункари есть. То есть алимы там не спят, призывают к благому и остерегают от плохого. Это пока есть, наказания от Аллаха не будет. Если алимы молчат, если алимов нету раз, если алимы есть, но они молчат, амру бин ма'руф, призыв к благому, остережение от плохого людям не делают, то, говорят, это близко будет, что Всевышний Аллах отправит наказание, потом все очнутся, будут просить у Аллаха там, о Аллах спаси от этого, но ответа не будет. Причина кроется в том, что это амр бин ма'руф, ва нахи анил мункари, призыв к благому и остережение от плохого от алимов всегда исходил, чтобы. Вот иногда у молодых имамов, алимов бывает такое чувство, знаете, вот он пришел, сейчас я начну вот так, сейчас я буду это делать, сейчас я это буду делать, я этих всех людей сейчас, хорошее намерение, если не говорю плохого, очень хорошее, чистое, искреннее, самое главное намерение тоже, всех научу намазу, все будут у меня в мечеть ходить, и еще бывает там по утрам, по домам ходит, тоже там случится, будет на утреннем намазе и так далее. То есть он на себя берет из-за сильного его хорошего намерения, из-за сильного хорошего желания, чтобы люди хорошими пришли, на себя берет наставление этих людей, на себя взял, не на Аллаха оставил, на себя взял. Это очень большая ошибка. У каждого имама, каждого алима человека, знающего человека, это его первая обязанность довести. Довести, молчать нельзя ему. Довести нужно, сказать нужно. Но то, что ты довел до человека, ему в сердце положить, его того наставить уже надо на Аллаха оставлять. Если на себя возьмешь, как? Это же Аллах только наставляет. Если на себя брали, пророк саллаллаху своего дяду Абу Талиба сам уже давно наставил. Это только Всевышний Аллах наставляет. Но довести, говорить об этом знающему человеку обязательно нужно. Вот. Поэтому это у нас была вторая часть. Первое, как мы сказали, да, что обязательно должны быть знающие люди. Второе, какое достоинство есть, величие есть тех людей, которые получают знания. Третье у нас это доводить эти знания тоже до людей. И в области знаний, вот это все, я, честно сказать, еще коротко, там много чего было, но вот этого сказано, мне показалось, что этого достаточно, чтобы мы это поняли. Теперь я
сказал бы, перешел бы к третьей части. Это третья часть тоже немного, не длинная, это обучение Корану. Например, человек уже взрослый, ему уже, чтобы, например, знание получить, религиозное знание, ну, где-то минимум 4-5 лет все-таки надо учиться. Вот учиться тоже надо вот сидеть за партой до обеда, с утра до обеда сидишь за партами, после обеда до вечера сидишь и учишь эти уроки. Это у нас бывает, вот, у меня был товарищ, он говорит: Хамад, я хочу, говорит, научиться Корану, говорит. Я думал, он читать хочет научиться. Я говорю, хочу научиться, хочу, говорю, что все там понимать, короче говоря. Можно же научиться? Конечно, можно, говорю. Он там работает. 5-6 лет, говорю, выдели своей жизни для этого, получится, короче. А у него вот это вот, знаете, вот значимость того, что без перевода, без понимания тоже Коран читать, и за это тоже воздаяние есть, значимость чуть-чуть, не у всех бывает это вот понимание. Если Коран учить, то я его с переводами, с толкованиями, со всеми, поэтому вот эти вот переводы тоже, они пользуются спросом тоже, да, у людей. Просто читать по правилам, если человек научится по правилам, по махраджу, таджвиду читать Коран, этот человек совершил, я считаю, подвиг в своей жизни. Вот он ильму учит, о чем мы говорили, уже возраст не позволяет, или же даже время не позволяет, если даже возраст позволяет, время не позволяет, содержать семью нужно, содержать семью, это тоже обязательство человека. Но хотя бы читать, научиться Коран у каждого человека, у каждого, я могу уверенно сказать, у нас есть. Найти время или после утреннего намаза, имамы есть где в мечетях, или же вечернее время, вот так себе выделить время. Это с концами или на 5 минут. Если на 5 минут, так тоже можно рассказать. То есть, если больше он не включится, то также расскажем. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Хайрукум ман та'аллама аль-Кур'ан ва алламаху». Лучший из вас те, кто сам обучился чтению Корана и обучает ему других. Понимаете, вот этот хадис, я думаю, что вы все знаете и все слышали, но чуть-чуть надо всегда рассуждать. Вот в нашем обществе самыми лучшими кого считают? Да, вот. Кто у нас, вот возьмем в вашем сидении, да, вот здесь, кто самый лучший человек, кого мы считаем? У простых людей, да, понятно, религиозные люди скажут, самый благочестивый, богобоязненный и так далее, и так далее. Но обычно бывает какой-нибудь авторитетный спортсмен, там, какой-нибудь там замминистра, там, или еще кто-нибудь, такие должности или что-то, которые имеют, да. Если они честные, если они хорошие, благое несут, хорошие, это там проблем нету, что они хорошие, что они авторитетом пользуются. Но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, первыми таких людей не выделил. Первыми выделил лучшими из общества те люди, которые сами научились читать Коран и обучают ему других. А почему, знаете? Потому что вот этими лучшими стать, после этого им поможет этот самый Коран, который они научились читать. Им поможет это читать человек, который читает Коран. Чтобы он не поступал по нему, это очень, практически невозможная вещь. Это. Человек, который обучился Коран, он уже бывает благочестивым, хорошим человеком, уже бывает. Поэтому вот этот момент, хотим мы стать лучшими перед Всевышним Аллахом, давайте обучаться Корану самим и обучать, если научимся, еще хорошо научимся, других тоже своих детей можно научить. Вот поэтому значимость получения, научиться Корану, просто даже, мы говорим сейчас без перевода, просто читать Коран по махраджу и таджвиду. Это подвиг человека, который совершил в жизни. Вот. В другом хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Икра'у Кур'ана, фа иннаху я'ти яум аль-киямати шафи'ан ли асхабихи». Имам Муслим передает этот хадис, сборники Муслима. Вы, говорит, читайте Коран. Поистине этот Коран, говорит, в судный день вам придет заступником. Заступником тем, кто его читал. Естественно, поступал согласно тому, что в этом Коране тоже. Каким образом мы заступничество в судный день очень сильно будем нуждаться. Рассчитывать, что у наши амалами мы заводим рай, это, может быть, у кого-то есть такие. Я, например, сам не рассчитываю. Все равно у нас там грех, там недостаток, там что-то, много чего получается у нас, упущений. Поэтому, конечно же, первое заступничество посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, надеемся, вот это дуа, даже когда мы читаем, после азана, да, Аллахумма рабба хадихи да'вати тамма, вот этот дуа, кто читает, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что в судный день получит мой шафат, а кто много салават читает и так далее. А тут еще и Коран будет дополнительный шафат делать, заступничество перед Всевышним. Она говорит Всевышнему Аллаху, говорит: «О Всевышний Аллах, я свидетельствую, что он меня читал, он поступал согласно тем аятам, которые
были в Коране. Вот это тоже достоинство чтения Корана. Вот. Теперь в другом хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, какой бы именно мечети, подчеркивается, посмотрите, какой бы мечети, говорит, не собрались бы, говорит, не соберутся, говорит, какой-нибудь мечети люди и будут читать Коран и обучать ему между собой тоже, обучаться ему и после читать тоже, говорит, кроме как не спосылается на них, говорит, сакина. Сакина — это спокойствие, говорит. Вагашиятхумур рахмат, говорит, и покроет их, говорит, милость Аллаха тоже. И это место окружает, говорит, малайки тоже. Вот представьте себе, какое-нибудь село, будь то город, да, будь то какой-то махля, участок какой-то, да, там есть мечеть. Но в мечети нет людей, которые обучаются Корану. Чего мы лишаемся? Лишаемся сакина. Сакина — это спокойствие. Говорит. Спокойствие — такое понятие, знаете, как благоденствие, что ли, по-другому еще можно сказать. Да? Вот рахмат и сакина отделили. Одни ученые говорят, сакина и рахмат — это одно и то же, но другие, имам Навави говорит, например, сакина — это свой ма'на имеет, а рахмат он свое имеет. Рахмат — это милость Аллаха. Да? Получается, мечеть есть, джамаат есть, мечеть никто Коран не читает, лишились этого спокойствия, благоденствия от Всевышнего Аллаха, лишились милости Всевышнего Аллаха, лишили ту весь джамаат от того, что в этом месте будет собираться малайки. А для того, чтобы получить это все, что нужно сделать? Сперва построить мечеть. Мечеть есть, все прекрасно. Есть ли там человек, который может обучать этому Корану? Нету. Что мы делаем? Ищем, просим, давайте, у нас мечеть построили, большие деньги израсходовали. Дайте нам человека, который может обучать. Есть человек. А тебе что остается? Ходить в эту мечеть и обучаться. Вы не думаете, что обучиться Корану это очень трудно? Нет, братья мои, это 2-3 месяца максимум вы уже там будете уже вот, с трудом, конечно же, читать потихоньку. Конечно, кто помоложе, он может быстрее и так далее. Это тоже в неделю 2 или 3 урока взяв себе. Это вначале обучаемся. Мы входим в категорию хайрукум ман та'аллама Куран ва алламаху. Тех, кто обучается Корану, лучшие из тех. А здесь, в этом хадисе, уже, например, обучились. Такое ма'на тоже есть. Якрауна это дарасуна. Они читают его и обучают его друг другу тоже, обучаются. Но можно, если уже все обучившиеся, просто читать. Вот мне один пожилой взрослый человек был с нашего селения, рахимахуллах, он уже умер. У них, говорят, каждую неделю один раз был такой адат, что ли, вот в мечеть собирались, говорят, вот взрослые люди, и просто вот все уже читают, уже научившиеся читать, они такой адат был, по кругу читали Коран. Просто вот как ибадат, как поклонение Аллаху. Тем самым что получается? Сакина от Всевышнего Аллаха получили, спокойствие, рахмат, милость от Всевышнего Аллаха в эту местность и наполнение этого места малайками. Вот такое вот, просто научившись Коран и вот таким образом читая между собой в мечетях собираясь. В этом, говорит, имам Навави тоже есть призыв, говорит, что в мечетях, именно в мечетях, не только там где-то дома собравшись, да, кто-то может дома тоже сможет собраться, да, можно тоже, никаких проблем нету, но оживлять мечеть вот таким ибадатом, собравшись в кругу, и читает один, и потом следующий, там через 2-3 листка читает, может один джуз, например, прочитать. Это все, что дает такой баракат, на всю эту местность дает, понимаете? Поэтому, если, представьте себе, есть мечеть, есть имам, который обучается, есть джамаат, но там обучающихся нету. Это же вообще ни в какие рамки не уходит. Есть мечеть, имама нету, обучающего человека нету, это как-нибудь можно, да. Есть джамаат, мечети нету, не могут построить, тоже как-нибудь. Когда все есть и мечети нету этого обучения, таких баракатов мы лишаем себя. Вот поэтому вот это вот, когда безбаракатность бывает, там какие-то стычки, какие-то там родственные отношения не поддерживаются, соседи с друг другом грызутся. Вот это есть, что в этой местности милость Аллаха нету, что в этой местности сакина нету, спокойствия нету, что в этой местности малайки не спускаются. Вот это аламаты этого. Когда непонятно, вроде бы взрослые люди, вроде бы брат с сестрой, слушай, или брат с братом, роднейшие люди, за какую-то мелочь там уже как враги стали. А когда вот это баракат, там такая вещь, да, вот его не пощупаешь, там, не потрогаешь, это такая вещь, да, вот она в сердцах людей бывает. Мягкость друг к другу, уступчивость, агрессии меньше. Вот это все и есть причина вот этих милостей Аллаха, которые вот
Нам как бы посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывает, вот так делайте, вы это все получите. А когда у вас этого вы не делаете, и этого у вас нету, ну кто же виноват? Мы же сами виноваты. Поэтому, надеюсь, вот это вот высказывание посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, нам, иншаллах, даст вот стремление к тому, чтобы получить все, о чем мы говорили. Вот, и ну, как бы в конце, подытоживая, из того, что сказано, хочется сказать, что про Коран имам Амар Асхаб рассказывает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Инна Аллаха ярфау бихазал китаб акваман ва ядау бихил ахарин». Поистине Всевышний Аллах, говорит, возвышает этой книгой одни народы и принижает другие, говорит. Ну каким образом? Возвышает, говорит, тех, кто эту книгу взял, кто эту книгу читает и поступает согласно тому, что в этой книге. Возвышает этих людей. Возвышает, это не значит, что там гордостью какой-то там они возвышаются. Он возвышает их вот это всех человеческих достоинствах, благородствах, все, что мы, о чем говорят эти баракаты, которые, значит, нету агрессии между людьми, нету злобы, нету вражды, нету каких-то там конфликтных ситуаций, ни за что, ни про что. Все живут мирно, все друг друга уважают, все друг друга любят, уступчивы. Вот это вот есть возвышение. Дети слушаются родителей, молодые слушаются старших, проявляют уважение. Вот это возвышение. И принижает других. Каким образом принижает? За что принижает? За то, что эта книга есть, но эту книгу никто не берет, эту книгу никто не читает, и согласно этой книге тоже никто не поступает. Их принижает. Принижение тоже в чем? Это не значит, что там их там. Эти приниженные люди могут жить в огромных особняках, огромные машины иметь, огромные средства материальные иметь, но духовная пустота. Но дети может их избивать, дети может их не слушаться. Вот там, ну, другие много грязных вещей бывает, которые сверху посмотришь, завистно становится, да, как бы вот так бы нам тоже, да. Но у них там духовная пустота. Вот это есть принижение. Почему? Потому что они речь Всевышнего Аллаха оставили, не следуют за ней. Поэтому, уважаемые братья, дай Аллах нам следовать, любить Коран, любить Всевышнего Аллаха, любить его посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не бояться получить знания, именно религиозные, не бояться отправлять, если у тебя 3 сыновей есть, одного хотя бы, чтобы он алимом стал, ученым стал. Не бояться самому прийти, научиться Корану читать в совершенстве. Не так, муалим сами начал 10 раз, до половины дошел, оставил. Сколько таких ребят я видел. А до конца завершил этот муалим сами, тоже перешел на чтение Корана, тоже по правилам. Набрался храбрости, мужества. Никакой малаик, ангел с неба не спустится, не будет тебя убеждать, это так надо делать. Неужели нам этих хадисов, достовернейших хадисов посланника Аллаха, высказывания посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, нам неужели этого не хватит? Конечно же хватит, просто надо нам чуть-чуть вот этот нафс сломать, лень сломать там. Что еще бывает там? Этот мягкий диван тоже сломать, который дома не дает тебе лишний раз встать, в мечеть прийти, пойти к муалиму обучиться. И вот это вот чуть изменение своей жизни себе сделать, да, и себе пользу приносишь. И когда вот таких же, как ты, братьев найдешь, 5-6 хотя бы, сядем в кругу, будем Коран читать хотя бы неделю, один раз такой круг организовывать. На весь джамаат, благодаря таким людям, баракат, сакина, рахмат, окружение малайками не спосылается. Да, Аллах нам понимание этого, то, что мы говорили, сердцем, чтобы мы его приняли, не так там оттуда ушло, зашло, оттуда вышло. И следовать этому, держать Коран на первом месте, держать нашу религию на первом месте. После нашей религии, нашего имана, вот этих религиозных намазов и всего, что Всевышний нам предписал, после него на втором месте чтобы у нас было там маишат и так далее. Если мы маиша, дуньялская, которая тоже нужна, здесь никто это не отрицает, нужно обеспечивать свою семью и так далее. Если это на первое место поставим, а это на второе, ничего хорошего не будет. Это на первом месте мы ставим, да, а это на втором месте ставим. Она никуда не убежит, она даже еще больше будет. Вот это вот, то, что я вам рассказал, наверное, сегодня, я думаю, многие уже много раз здесь слышали тоже. Просто выводы надо делать чуть-чуть, задумываться. Вот это освоение, это материал пройденный, можно сказать, освоение материала может плохое. Вот освоение этого материала, вот этих слов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, да, Аллах, чтобы нам было, и, естественно же, чтобы мы по тем знаниям, которые мы получаем, делали амал тоже. Баракаллаху, ассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракатуху.